коллеги, начнем нашу послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Рашид Малкович Рахимов ответит на ваш вопрос. Пожалуйста, представляйте, задам вопрос. Рашид Малкович, ну как вообще в целом оцените матч сегодняшний и насколько вы довольны судейством, потому что оказалось, что очень много у вас претензий было к главному арбитру. Бывают претензии. Ну и я бы, наверное, начал с того, что все-таки надо забивать. Надо забирать, потому что если брать по первому тайму, у нас были очень неплохие моменты. Уже на первой минуте, когда нападающий после хорошей фланговой подачи с 5 метров бьет в руки вратарю, достаточно хороший момент. Бериши, когда перекидывал головой, и уже вратарь вышел очень далеко, если просто перекидывал, попадал в ворота, то он бы никуда не успевал. И третий момент, когда выход был 1-1, выпрыгивает на месте вратарь, надо просто убирать мяч дальше и в пустые ворота забивать. Уже видно, что он выпрыгивает. Но были моменты, которые нужно реализовывать, к сожалению, мы не забиваем, а потом привозим просто очень нелегкую ситуацию, когда мы владеем мячом, мы попадаем на обратную атаку, теряем его в середине поля и получаем 0-1. Если брать общий рисунок игры, то мы прекрасно понимали, как будет играть Рубин. У нас первая часть, первого тайма не совсем получалось, потому что мерили мяч очень контролировали, когда играли при позиционных. Отсюда попадали под давление, играли длинными и очень плохо сохраняли эти мячи. Как только убыстрили игру, контроль мяча, у нас стали появляться эпизоды, и у нас вторая часть первого тайма была достаточно хорошей. Мы во втором тайме ничего не предвещало результатом, наверное, по организации, по самоотдаче, вообще нет претензий. Но, к сожалению, пока мы так глупо приводим себе голы, и отсюда негативный результат. Значит, надо чуть больше еще закрутить гайки и двигаться дальше. Пожалуйста. Да, Рашид Малкович, в 3 первых матчах отсутствует Денис Глушаков, он не поехал на этот выезд. Как его состояние, когда он будет готов помочь Ахмату? Насколько я знаю, что в ближайшие 2-3 дня он должен уже приступить к работе в общей группе. Посмотрим, в каком состоянии будет. Может ли приступить к работе в общей группе. Его сегодня не хватало кому-то? Так всегда хочется, чтобы было побольше игроков хорошего уровня и тех, которые могут вести игру. Можно сказать, что и его не хватало, и того же Анхеля не хватало. Поэтому футбол без травм не бывает. У всех команд, наверное, есть отсутствие каких-то игроков, поэтому я бы не стал делать этот акцент. Хороший футболист всегда нужен. Есть еще? Есть вопрос, коллеги? Всем спасибо, удачи. Спасибо. Не сидит уже, конечно, даже это может быть. Мяч вышел, горяет за противным. В общем, звуком проблемы не решать на следующий. Ну, он ходил там. Давай, я это пишу. Рахимов не тихо, к сожалению. Опять вернулся к перекинской глупый заброс. Особенно поначалу стали разворачиваться, но это было... Ну, а мы ждем. Главного тренера. И сам задающий, конечно, это 95. Так что не расходитесь. Заброс много, он не зацепился. Я думаю, в этом не сидит. Да, это, собственно, встретим. Нет.
Кварцхиллер. Желтый получит и сядет. Абсолютно непонятно. Нормально? Здравствуйте. Коллеги, прежде всего поздравляем с красивой победой. Я думаю, можно большинство казанцев. Ваше внимание, главный тренер Рубина Эдуард Дакампо. Пожалуйста, краткий комментарий по матчу. Первая игра дома. Все-таки менял стиль, то, что мы не должны были делать на поле. Знали, что они будут играть более примитивные. Получилось, что начали хорошо, потом из-за наших ошибок пропустили или потерпели 2-3 момента. Но потом думаю, что более преимущество было у нас. Свой битовый гол. Довели до победы. Пожалуйста, вопрос, если есть. Команде сегодня получается забить больше одного мяча, все-таки что проблем хватает? Почему не получается? Ну, команда соперника тоже играет сегодня, мы играли с хорошими соперниками. И, конечно, мы хотим больше одного мяча забить. Еще надо работать в этом компоненте. Замена форварда после первого тайма, это был план на игру или вы были просто недовольны действиями Маркова? Но мы видели, что можем жить игру с Киркманом, и так и было. Сегодня впервые Давиташвили и Кварцхиллер вышли в основном составе. Как вы довольны взаимодействием двух грузинских молодых нападающих, проводивших большую часть матча? Давайте не говорим всегда о грузинских отдельно и говорим о команде. Это Рубин, все вместе играют, и все вместе хотят выиграть. В третьем матче забивает игрок, который выходит на замену. Объясните. Это хорошо. Это хорошо, что те, кто с скамейки выходит на поле, они усиляют игру. Это я всегда из тех, кто думает, что самая важная часть команды это те, кто не играет. Потому что они должны быть всегда в физическом плане сильными для того, чтобы усилить игру. И это у нас получается. Если вопросов больше нет, всем спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Секундочку, внимание, в течение 15 возможности сделать стрим из зоны с интернетом, или может быть, как у нас есть.
Да, сейчас Шарон сюда поедет. Когда это будет только... Путин не нравится.